Вы смотрите праздничный выпуск, посвященный Дню защитника Отечества. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в программе. Военная закалка для сильным духом парней. Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг. Как 23 февраля отметили будущие генералы, увидела Юлия Гоголева. Праздничный день и юбилейная дата. Как говорят, что дало? Дало все. Как отметили 80-летие артиллерийского училища и чем оно зарядило своих выпускников, узнал Дмитрий Аренин. Они защищают человеческую жизнь. Долг свой выполнили, вышли победителями. Кто они? Герои наших дней? Подробности у Натальи Мединой. Герой для всей республики и настоящий защитник своей семьи. Наш Ваня герой! Как изменилась жизнь юного героя Ивана Павлинова после подвига, расскажет Вероника Гайнутдинова. Сегодня страна отмечает День защитника Отечества. Праздник всех тех, кто служил и кто сейчас на боевом посту. Кто несет дежурство на земле, в небе и на морских рубежах. К нашим ветеранам, солдатам, курсантам, всем военнослужащим сегодня обратился Рустам Минниханов. Цитата. «Хочу поздравить тех, кто знает, что такое воинская служба. Вы всегда находитесь на острие событий, защищая интересы Родины и наших граждан». Хочу поздравить всех, кто знает, что такое воинская служба. Вы всегда находитесь на самом острие событий, защищая интересы Родины и наших граждан. В Татарстане уделяется большое внимание как подготовке молодежи к выполнению воинского долга, так и повышению престижа военной службы. Особые поздравления в этот день тем, кто находится в боевом посту. Именно от вас во многом зависит покой, жизнь людей, судьба Отечества. Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мирного неба. Казанское Суворовское военное училище – достояние нашей республики. Сегодня Рустам Минниханов поздравил юных защитников Отечества суворовцев. Как живут курсанты, в каких аудиториях учатся, где хотят служить, президента интересовало все. И торжественное мероприятие прошло в теплой домашней атмосфере. За чашкой чая Рустам Минниханов пообщался с отличниками учебы и рассказал о своем пути. Как это было и как закаляется военный дух у будущих генералов, увидела Юлия Гоголева. Пока их сверстники играют в компьютерные игры, эти ребята учатся военному искусству. От армейской выправки до тактики ведения боя. Но сначала нужно научиться гладить форму, подшивать воротнички, правильно заправлять постель. Во всем главное дисциплина. Это школа жизни только для сильных духом. Нравится вам здесь? Да, молодцы. Многие суворовцы поступили сюда, чтобы продолжить дело отцов. Папа Амира Ахмедшина тоже был военным. Погиб 4 года назад во время операции в Сирии. За свой подвиг посмертно награжден званием Герой России. От имени всей нашей семьи хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы оказываете нам огромную поддержку. За то, что помогаете увековечить имя моего отца. Ваш папа – это большой пример не только для вас, он большой пример для любого воина. Поэтому я очень рад, что вы выбрали вот эту стезю. Какую роль в жизни президента сыграл его отец, спрашивают курсанты. Много чему научился у него. Когда он с друзьями общался, как он себя в семье вел. Казанское Суворовское училище сегодня одно из лучших в России и по техническому оснащению, и по качеству образования. Будущим командирам президент советует равняться на своих наставников, приводя в пример начальника училища Валерия Миронченко. С кем поведешься, у того и наберешься. Вот это очень важно. Спасибо. Да, вот этим надо гордиться. У вас очень прекрасный командир главный, но он строгий, очень строгий, но вы должны учиться, каким должен быть командир. Достойных примеров в республике много, отметил президент. Наш уважаемый Асхат Ахмедович, генерал-лейтенант, он же 14 лет был министром внутренних дел нашей республики. Это огромный опыт. То есть
Чтобы стать генерал-лейтенантом и вот такую республику держать, нужен опыт. Уже со сцены, обращаясь к курсантам, Рустам Минниханов выразил уверенность. Если родину будут защищать такие суворовцы, за страну можно быть спокойным. Каждый из нас мы за сильную Россию. И без армии это невозможно. А вот такие молодые люди, как вы, вот с 5 класса вы воспитываетесь в самых лучших традициях нашего патриотизма, любви к родине. И вообще я всегда преклоняю голову перед людьми, которые посвятили себе защите Отечества. Начальник училища рассказал, в чем главный секрет больших побед. Главное в любом бою, повседневной жизни, это, конечно, человеческий фактор, это люди. Но люди, если человек, у него нет высокого чувства патриотизма к своей родине, к своей стране, к своей семье, он не может победить в этом бою. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. А сейчас мы покажем уникальные кадры исторической хроники. Мы видим, как в 1939 году отмечался День Красной Армии. Это видео из межреспубликанского киножурнала. На кадрах знаменитый Красный вокзал Казани. Здесь сотрудники железнодорожной станции проводят учения по противовоздушной обороне. Примечательно, что все участники в противогазах. История празднования Дня защитника Отечества устами ребенка. Рустам Минниханов выложил на своей странице в Инстаграм исторический ролик, в котором юный ведущий телеканала «Шаян ТВ» Ислам Хабибуллин рассказывает о 23 февраля. В этот день мы чествуем наших героев, ветеранов и военнослужащих. Представляете, празднику уже почти 100 лет. Круто, да? Это не первый пост президента с ведущими татарского детского телеканала. 2 недели назад он лично посещал «Шаян ТВ». Рустам Минниханов продолжает следить за творчеством ребят. Накануне президент в Инстаграм опубликовал легендарную песню «Волга» на татарском языке, которую исполняет Диля Хаматова, победительница фестиваля «Сайлен» на «Шаян ТВ». Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму Рустаму Минниханову с Днем защитника Отечества. Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы, отметил глава государства. Президента поздравил и премьер Михаил Мишустин. Этот праздник россияне отмечают, чтобы выразить уважение к мужественным и сильным духом людям, говорится в поздравительной телеграмме. Праздничный день, юбилейная дата. Сегодня в столице республики отметили 80-летие Казанского высшего артиллерийского командного училища имени маршала Михаила Чистякова. Учебное заведение, несколько раз меняв свой профиль и название, работало с 1941 по 2011 год. Из его стен вышли авиационные механики, офицеры-ракетчики и артиллеристы. Сегодня выпускники разных лет и представители и преподаватели встретились у открывшегося мемориала училища. Какой жизненный заряд Казанское артиллерийское дало своим воспитанникам, узнал Дмитрий Аринин. Здесь сегодня те, кто учил и учился в Казанском артиллерийском. Событие историческое. В честь 80-летия училища открытие мемориала. Благодаря руководству республики комплекс с пушками и памятными табличками появился на месте бывшего КПП учебного заведения. Для меня это не просто артиллерийское училище, это место работы моего отца. Для меня очень важное место взросления, становления вместе с вами, с теми, кто сегодня здесь. Я вас благодарю за ваш труд. Училище всегда выпускало профессионалов. Училище, ставшее Казанским артиллерийским, изначально появилось в Челябинске и готовило авиационных механиков. В конце 40-х заведение из военно-воздушных сил переходит в ракетные и переезжает в Казань. Начинается новая эпоха подготовки офицеров-ракетчиков. На моих глазах
училище превратилось со школы младших авиационных специалистов в высшее военное учебное заведение с докторским советом. В училище поставлялась и изучалась сложнейшая техника. На моем веку, я помню, 5 ракет, которые постепенно сменяли друг друга, все более и более современные. Опыт мы получили такой. Это замечательные преподаватели, замечательные воспитатели. Это были только фронтовики. Многие выпускники после службы в войсках возвращались в училище уже преподавать. Так в Казанском артиллерийском сначала учился, а потом учил Рифкат Миниханов. Все, что тогда было наработано, это была база. Поэтому здесь даже, как говорят, что дало все. В 90-е годы в училище, как и в стране, большие перемены. Вместо ракетчиков начинают готовить артиллеристов. И благодаря нашему профессору и преподавательскому составу учебно-материальной базы мы из ракетного сделали артиллерийским училищем. Это очень большая была, конечно, работа. Казанское артиллерийское проработало до 2011 года, когда было ликвидировано в ходе армейской реформы. За все время существования училище подготовило более 20 тысяч офицеров. Сейчас ветераны и выпускники мечтают открыть еще и музей учебного заведения. Дмитрий Арина, Дельмин-Дубаев, ТНВ, Казань. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, сегодня несут цветы к вечному огню. В Парк Победы пришли юноармейцы, активисты военно-патриотических клубов ДОСААФ. Еще одно памятное место – сквер Славы на проспекте Победы. Цветы здесь возложили представители партии «Единая Россия». Пришли сегодня и в Катановский переулок. Здесь находится школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Есть мемориальная доска, где молодогвардейцы почтили память ветерана. Такие акции, безусловно, надо проводить с тем, чтобы наше молодое подрастающее поколение знало, какой ценой нам достался мир, какой ценой нам досталась великая победа, и благодаря чему мы с вами сейчас живем. Это не просто акция, это движение от сердца и от души. У меня вот прадед воевал. Самое главное – сохранить историю. Это здорово, что у нас подросло и растет, и подрастает патриотическое молодое поколение. Значит, наше дело правое, защитников будет много, и Родина будет в безопасности. Год войны с коронавирусом показал, кто они, настоящие герои нашего времени. Зная, что идут на риск, эти люди все равно раз за разом отправляются спасать жизни и выполнять свой долг. За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства. С теми, кого не видно, за масками, и с теми, кто уже сегодня творит победу, встретилась Наталья Мизина. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Эти кадры словно из военного фильма, но это реальность. Ровно год врачи, словно солдаты, в защитной экипировке, забыв про усталость и рискуя собой, идут выполнять свой долг. Ведь там, за дверью красной зоны, их ждут. На ковидный фронт в апреле экстренно отправили Исаяра Сиразидинова. Тогда 32-летний заведующий травматологией РКБ столкнулся с неизвестным врагом – COVID-19. Бойцы РКБ прошли обучение экстерном, составили тактику и методики. Каждый шаг был строго по уставу. 6 часов нужно находиться в зоне в средствах индивидуальной защиты. Естественно, без потребления пищи, без питья. Это надо было делать. И сделали. Силами отряда РКБ спасли более 5000 пациентов. Здесь же одними из первых в России рискнули применить антиковидную плазму для лечения тяжелой формы COVID-19. За своим командиром Саяром Сиразидиновым, как за каменной стеной, говорят медики РКБ. Командир, как на войне. Добросовестный, умный, профессионал. Словно истребитель на высоких скоростях. На борту больные коронавирусом. Температура, поражение легких, потеря сознания на счету каждая секунда. Но командир экипажа, фельдшер Ильшат Шакирзянов, на чеку 24 часа. Именно столько длится его смена. И так уже 17 лет. Говорит, в спокойной профессии себя уже не представляет. Вокруг всем страшно. Если я приеду, мне будет страшно.
Как вы это представляете? Тебе дали должность, ты должен соответствовать. Молодец, молодец, молодец. Каждому пациенту доброе слово и улыбка от самого сердца. Радив Бариев – врач Высокогорской центральной больницы. За его спиной 40 лет бессонных круглосуточных дежурств. Он никогда не знает, что будет за следующей дверью, и не загадывает, во сколько вернется домой к семье. Для него главный итог этой изнурительной схватки – спасенная жизнь. На всю оставшуюся жизнь благодарный тебе останется. И всегда будет помнить. Педиатры, хирурги, травматологи, терапевты. С мая вместе со своими сослуживцами Радив Бариев оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Осечку тогда не дал никто. Никто не струсил. Поэтому я считаю и здешних врачей, наших высокогорских, и кипрских врачей, инфекционной больницы. Там герои, их по-другому и не назовешь герои. Да. И они выполняют свой долг, ведь дали врачебную клятву защищать человеческую жизнь. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. Он герой для всей республики и главный защитник своей семьи. О подвиге Ивана Павлинова из Алексеевского района узнал весь Татарстан в ноябре прошлого года. 14-летний парень в одиночку спас своих 3 братьев из пожара. Сегодня Иван – гордость семьи, села и всего Татарстана. Как изменилась жизнь юного героя и о чем он мечтает сейчас, Вероника Гайнудинова поздравила Ивана с его праздником. Вань, вот ты герой для всей республики, а ты сам себя считаешь героем? Нет, я не считаю себя героем, потому что я по-другому не могу выступить. Свои первые награды за отвагу Иван Павлинов развешивает в новом доме. Сюда они въехали в январе. Подарок от района. От старого дома ничего не осталось. 3 месяца назад огонь уничтожил его. Тогда Ваня спас своих младших братьев. После этого в жизни семьи произошел крутой поворот. У меня теперь новый дом, новый компьютер, новый телефон. И вообще вся жизнь изменилась тем, что со мной больше стали общаться. У меня стало больше друзей. Ну, и как бы жить стало легче. Там родители как бы горды за меня. Он смелый, сильный, отважный. Не раздумывая, бросился бы спасать и сегодня, говорит Ваня, и не только свою семью, помог бы и незнакомым людям. У юного героя уже 2 награды. Это каждому ребенку кто-то спасал там соседей, кто-то собаку. И вот, и всем вручали вот эти медали. И там было очень много таких детей. Мне как бы за них понравилось то, что есть такие дети, которые тоже мужественные. Он рос без отца. Он сам остался после меня самый старший. И сейчас сама, можно сказать, глава нашего семейства, маминого. И помогает и по урокам, и все. И по дому вот старается помогать, потому что это дети маленькие. Это гордость. Таких не так и много, наверное, детей. Не каждый так сообразит, догадается. Достойный подвиг, конечно, он совершил. Хотелось бы и в дальнейшем, чтобы он был таким же сообразительным заступником, защитником. Ваня мечтает стать программистом и уже делает свои первые шаги, придумывает игры. В них он тоже спасает жизни и помогает другим. Наш Ваня герой! Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Алексеевский район. Союз отцов республики сегодня поздравил с Днем защитника Отечества детей с тяжелыми заболеваниями их родителей. Для них сертификаты на реабилитацию, специальные устройства для ходьбы и продукты. А тех, кому чуть сложнее стоять на защите своего ребенка и неподдельных эмоциях молодых мужчин. Салават Мухаммадуллин. Здравствуйте. Проходите. Дверь была открыта уже с самого утра. Семья Бетвиновых ждала гостей. У старшего сына Юлии, Кирилла, с рождения диагноз ДЦП. Проблемы с движением. И сегодня в подарок ему от Союза отцов специальные грузы для ходьбы. Как настоящий мужчина, через боль Кирилл сразу их пробует на деле. Подарок уже попробовал, но такой тяжеловатый. Ну, привыкнешь еще. Ну, да, привыкну. В подарок Кириллу сегодня и сертификат в реабилитационный центр «Сила в детях». Решили провести замечательный проект «Особенные дети в особенных семьях», поздравить наших замечательных подопечных, наших друзей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам можно? Можно. В День защитника Отечества Союз отцов поздравляет и Марата Рахматуллина. У него тоже ДЦП. Мама Светлана признается, здесь важнее не сам подарок, а внимание. Посидеть, поговорить, поделиться новостями. Внимание очень много значит. По крайней мере, к ним, когда обратишься, вопросы, по крайней мере, многие можно решить. Скажем так.
И защищать легче. Да, и защищать легче. В них защиту видят. Как раз психологическая помощь, а еще юридическая и благотворительная – главное направление работы Союза отцов республики. В районах папы приходят в неполные семьи и занимаются с детьми. Сделать поделку, забить гвоздь, починить велосипед. Так дети получают те самые отцовские советы и наставления. Отцы показывают воспитание, как накаливает мужское, как говорится, начало. Тем самым дети растут и видят те ценности семейные. День защитника Отечества – это только повод, чтобы помочь. Уже 25 февраля Союз отцов проводит родительское собрание для казанских пап. А на выходных отцы пойдут с детьми из Мамадышского района на зимнюю рыбалку. Салават Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. С Днем защитника Отечества сегодня поздравляет и единственного мужчину в 311-м Казанском детсаду. Для них он не просто уникальный и талантливый педагог, а настоящая гордость. На прошлой неделе Юрий Шулятьев вернулся со всероссийского конкурса «Воспитатель года» и вошел в число лучших 15 музыкальных педагогов страны. Почему он выбрал эту профессию? Как воспитывает настоящий мужчина дошколят? Готова рассказать Юлия Гоголева. Высоким голосом здороваемся. Низким голосом прощаемся. И побежали. На детсадовское объявление о работе Юрий Шулятьев откликнулся, поспорив с друзьями, а в итоге задержался на 10 лет. Все это время выпускник Казанской консерватории работает музыкальным педагогом. И именно на нем в садике держатся все праздничные мероприятия и 8 марта, и 23 февраля. В 311-м Казанском детсаду Юрий Шулятьев стал первым и пока единственным мужчиной-педагогом. И если поначалу к нему относились с некоторым недоверием, теперь готовы носить на руках. Добиться таких высоких результатов в этом конкурсе, где участвовало 80 регионов, и попасть в пятнашку самых лучших, но это большой труд. Поэтому мы Юрия Александровича никому не отдадим. В этом году Юрий Шулятьев участвовал во всероссийском конкурсе «Воспитатель года» и вошел в число лучших педагогов страны. Но, признается, работает не ради дипломов и наград. Когда нет такого назидания на детей, когда все в доступной, в понятной для детей в открытой форме, дети загораются, и они тебе отвечают тем же. То есть ты получаешь энергии гораздо больше, чем тратишь. Профессиональный музыкант Юрий Шулятьев играет на фортепиано, баяне, тромбоне и гитаре. При этом родители его от музыки далеки. Отец инженер, мама бухгалтер. И если поначалу близкие пророчили ему карьеру в большом оркестре, теперь смотрят с одобрением. Но главные эксперты его таланта все же дети. Юрий Александрович, он любит нас, мы его тоже любим. Самое любимое – это играть с червячками. Он очень добрый, мне очень нравится с ним заниматься и играть. Гусеница к нам пришла, чтобы поиграть. За время работы в садике Юрий Шулятьев издал уже несколько профессиональных сборников для своих коллег. В них авторские игры и песни. Делиться творчеством, говорит, не жалко. И если таких, как он, педагогов-мужчин в дошкольных учреждениях будет больше, уверен, все только выиграют. Любить музыку и отдаваться всем сердцем детям – разве это не мужская профессия? Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня целый день интернет пестрит поздравлениями с 23 февраля. Среди них немало благодарностей. Защитникам говорят спасибо их дети, внуки, супруги и коллеги. Причем не только военным, но и врачам, пожарным, спортсменам, волонтерам. Всем, кто по роду своей деятельности стоит на страже Отечества. Акция называется «Наши защитники». Ее изучил Рамиль Шайдуллин. Мы поздравляем с Днем защитника Отечества вас, дорогие мужчины. Они стоят не только на страже Родины, но и на страже здоровья, науки, своей семьи. Такими словами Минмолодежи Республики сегодня поздравляет всех мужчин. Пожарные каждый день рискуют, спасая людей. Спортсмены
посвящают всю жизнь защите страны на международной арене. Флешмоб называется «Наши защитники», и к нему сразу подключились по всей республике. Первый пост в своем инстаграм запустил Дамир Фаттахов. На фото он со своим отцом военным. Затем появились снимки других татарстанцев со своими близкими. Сотни публикаций. Вот малыш из Зеленодольска со своим прадедом-фронтовиком. Вот будущий защитник со своим братом-солдатом. Вот сами защитники во время службы в армии, на присяге, после первого прыжка с парашютом. А вот благодарные потомки выкладывают фото дедов и прадедов, защищавших страну в Великую Отечественную войну. Это мой дед, Коноплев Геннадий Александрович. Всю войну строил самолеты П-2 на Казанском 22-м заводе. Вот и мы теперь строим самолет П-2 в память о наших дедах. Рабочая молодежь республики отправила поздравления в космос. Они посвятили его выходцу из Татарстана, космонавту Сергею Рыжикову. Он защищает нас с самой высокой точки мира. Мы по-настоящему можем гордиться выходцами нашего края. Мечты, если прикладывать усилия, могут привести к звездам. Bayram bilan sizni, bizning yaqlovchilarimiz ham saqlovchilarimiz. С праздником! Наши защитники! На земле и в космосе, в армии и больнице. Сегодня в интернете чествуют всех защитников Родины. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Татарстан. Что подарить на 23 февраля? Подарок должен быть красивым, стильным и, главное, со смыслом. В эти дни в магазинах праздничная суета, и покупатели женщина Алия Хайрудинова увидела, какие сегодня они выбирали подарки. Десять дней прошло с 14 февраля. Сегодня уже 23-е. Что подарить? Носки? Гель для душа? Но ведь 8 марта не за горами. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому даешь креатив. Держим путь в один из гипермаркетов Казани. Сегодня, конечно, не 31 декабря, но баня, она всегда актуальна. Тем более февральские морозы так и шепчут. Сходи, погрейся. К венику банная шапочка и арома-масла. Настоящий мужской букет. Сами продавцы отмечают, главное – упаковка. У нас пользуются большим спросом и такие подарки, как носки. У нас есть носки, которые оригинально оформлены в консервную банку. Их очень хорошо в этом году разбирали. Первое – креативно упаковать. Второе – вспомнить, чем же все-таки увлекается ваш защитник Отечества. Тогда попадание в цель гарантировано. Все-таки женщина выбирает сердцем. Я купила ему доску для стейка, потому что он очень любит готовить стейки. Это специальная доска с желобками для сока, который стекает с мяса, плюс для соусника место и для овощей. Он был очень счастлив. Я буду смотреть, конечно же, нестандартные подарки, не носки и не бритву, но по ходу дела посмотрим. Духи знаем, потому что какие любят предпочтения, поэтому духи выбираем. А вот о чем мечтает сильная половина человечества. Грелки для ног, вот, кстати. Да, электрические грелки для ног. Самый лучший подарок – деньги. Никто никогда же не говорит, у меня уже есть, мне не надо, неинтересно. Ружье. Но, похоже, самый главный подарок все-таки в другом. Свою любовь. Просто хорошие слова, поздравлений достаточно будет. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Репортажи этого выпуска вы можете посмотреть в YouTube и соцсетях. Еще раз с праздником вас и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Среда порадует нас зимним солнцем, но и морозы пока еще сильны. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ясно и без осадков. Морозы пока не сдаются. Минус 21-22 градуса днем. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге аналогичная картина. Минус 18-20 градусов днем. Пониженный температурный фон в Агрызе, Менделеевске и Актаныше. Пока без осадков, минус 17-21 градус. Холодная погода сохраняется в Арске, Кукмаре и Балтаси. Днем до минус 21, будет солнечно. В Болгаре, Дрожжином и Буинске практически безоблачно, а вот температура пока низкая, до минус 22. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше морозы держатся, осадки маловероятны. Днем минус 21-22 градуса. Очередной циклон спешит в нашу республику, а с ним придут новые порции осадков и потепления. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского.
Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза «Нет» на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В Казани ясно и без осадков. Ночью минус 28, днем около 22 мороза. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление в норме. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.